Дорогие друзья, мы сегодня находимся в гостях у признанного мастера, у Альбины Фоминой. Она участница очень разных выставок регионального уровня, российского и даже международного. У меня в руках вот такие замечательные очки. Очки – это реплика тех очков, которые носили наши предки. Они же ведь были все охотниками, недаром мы живем в Якутии. И они защищали наших прадедов от яркого солнца, которая бликует на ярком Насте, на снегу, и глаза защищаются вот такими вот очками. Ну, раньше предки вот носили такие солнцезащитные очки, можно сказать. Они изготовлены из металла, из бисера, украшены и очень выглядят просто стильно, красиво и круто. Ну а сегодня, дорогие друзья, мы будем заниматься совершенно другим делом. А каким именно, мастер наша сегодня все расскажет. Альбина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Что мы Юля. сегодня будем изготавливать? Мы сегодня с вами изготовим небольшую подвеску. Можно сделать брошь, можно сделать подвеску. Девочка, так называемая, которую я придумала в период цветения сардан. Это моя такая, авторская. Скажем, да, авторская работа. Я назвала эту девочку Сардаша. И она у меня разлетелась по всем городам, во многих городах живет. Я их дарю, готовлю, изготавливаю и дарю. Изготавливается она достаточно просто, нет большой сложности в ее изготовлении, даже для начинающих мастеров. Вот. Я материалы приобретаю везде, где мне нравится. То есть нет определенного места, где бы я вот прям только там заказывала какие-то вещи, материалы и так далее. Да? А ведь смотрите, сардана, ведь смотрите, да, у нас это лилия, наш национальный цветок нашей прекрасной Якутии. И еще сардана — это прекрасное девичье имя, Сардана. Да, поэтому Сардана. И название вот этой броши — это Сардана. Нет, называется Сардаша, потому что она маленькая. Хорошо. Как бы юная девочка, которая любит солнце, свет, озорная, веселая, да, специально сделала ее, когда у меня было очень хорошее настроение. Вообще я считаю, что творчество, оно должно приносить удовольствие. Радость. Да, радость, удовольствие, и вещи, когда ты их делаешь с удовольствием, они лучатся этой любовью, и когда их даришь, всегда бывает очень радостно людям, приятно получать такие подарки, потому что энергетика тепла и любви все равно остается. Дорогие друзья, вот такая сардаша может украсить вот такой вот чокер, ну или подвеску, да? Вот такая сардаша. Примерно вот такую замечательную девочку мы будем изготавливать сегодня на нашем мастер-классе. Да. Нам, значит, понадобится пяльца. Я использую для вот такой небольшой броши маленькие пяльца, а вообще, когда делаешь что-то покрупнее, можно использовать разные пяльца в зависимости от того, что вы хотите сделать, какого размера. Также вот я очень люблю делать именно сардашу, чтобы платьице было веселенькое. Очень хорошо подходит для этого шибари лента, так называемая. Это лента, изготовленная, окрашенная вручную на шелке. Вот. И она у меня есть разных цветов. Она продается и в городе, в городских магазинах рукоделия можно поискать. Ну, вот это я заказывала в Санкт-Петербурге у мастерицы, которая конкретно этим занимается, да. Вот, есть разные. Мне очень нравится их перебирать, потому что на ощупь они всегда бывают очень приятные. И я начинаю думать, когда в зависимости от того, кому я хочу подарить эту вещь, и сравниваю с человеком с его предпочтениями и вкусами, и получается достаточно интересно. Значит, обычно я делаю заготовочку. Я думаю, что всем бы это было важно знать, да, сделать конкретно заготовочку, по которой вы будете работать. Это очень сильно облегчает работу на самом деле. То есть это обычный картон? Да, это картон, на котором я обвожу, то есть я нахожу центровку, где будет девочка, да, она же не будет у нас квадратная, например, да, ножка чуть длиннее все-таки. То есть по центру? По центру, чуть выше, чем центр, мы, значит, рисуем наше личико, и вокруг нее уже рисуем то, что мы хотим видеть. То есть это ее платьице? Платьице, да. Ну и вокруг над головой мы что-то можем как-то украсить. Да, украсить. Либо это небо, и вообще включаем фантазию на полную катушку. Да. Хочу сказать тем, у кого нет так называемой этой шибари ленты, не расстраивайтесь, вы можете использовать любой материал, который вам нравится, особенно если вы работаете с ребенком вместе, делаете, ну вот мамам это всегда бывает важно, да, можно сделать, например, из
кусочка ткани, например, Мгм. платьишко, которое стало малым. И Ну, это всегда будет, да, найдется в что-то такое хозяйстве интересное, какой-то что, да, кусочек ткани. который был бы дорог, как воспоминание, например, даже, да, и Мгм. вот мы на пяльцы натягиваем. Вот. Это, в общем-то, достаточно просто. Мы Используем бархат. Используем бархат. Хорошо бы его подклеить все-таки на что-то, на ткань, укрепить немножко. Мгм. Вот. Ну, бывают такие ткани различные продаются, так что мастерицы, я думаю, знают. А в принципе можно использовать также любую ткань, которая вам нравится, более плотная, там, веселенькая и так далее. Вы, значит, возьмете желательно контрастным карандашом, который можно будет стереть потом, ну, допустим, там мелом, в принципе, Да, тоже можно мелком, мылом да. даже кусочком. И обводите, соответственно, намечаете. Ну, я обычно так делаю, так вот раз, чтобы было понятно, где дырочка, здесь не видно, но я уже пользуюсь случаем, что я это делаю давно. Да, Вот. то Ну, и есть руки подклеим, сами да, уже. руки уже знают. Мгм. Если вы делаете в первый раз, не волнуйтесь, у вас у всех все получится. Вот, подклеиваем мы вот такую личико. Если у вас немножко криво получится или что-то, ну, я считаю, что не нужно переживать по таким вещам, потому что, ну, ждем немножко, что подклеится, потому что в творчестве интересно бывают такие вещи, когда, наоборот, они не получились, как ты задумал заранее. Они бывают, начинают жить своей жизнью, им становится интересно показать себя, свой характер с другой стороны. И поэтому, когда бывает... Надо это учитывать. Да, что да, каждая вещь индивидуальная, у каждой вещи есть своя судьба, душа, можно даже так сказать. Ну да. Вот, особенно если вы вышиваете что-то связанное с лицами. Вот. И потом уже мы начинаем вышивать волосики. То есть обычно мастера, кто занимается бисером, знают, что есть понятие такое плетение кабошона. Кабошон оплетается вокруг полностью. Но поскольку мы делаем девочку, а не мальчика с бородой, да, то мы делаем все-таки, Да. оплетаем голову только сверху. А вот эти вот маленькие кабошончики, они уже готовы, Они да, уже готовы, да, в продаются? местных То магазинчиках. есть это из стекла, видимо, или из пластика? Ну, судя по всему, все-таки это пластик, залитый с рисунками, да, и он бывает разным. Я вышивала девочек разных, у меня была сардаша лесная фея, например, рыженькая, кто-то любит. И у нас же разные девочки, вот. И была у меня сардаша луговая фея, с черными волосами, с коричневыми волосами. Ну вот сегодня сделаем такими немножко зеленоватыми волосами, потому что веяние времени, молодежь сейчас меняется, молодежь очень любит сейчас цветные волосы, и сейчас можно весна, сделать так. скоро Так, лето. Да. Скажите, Альбин, а вот мы используем какие материалы? То есть мы используем кусочек ткани, бисер, какие-то бусинки, да? Да. То есть вот тот, как бы сказать, арсенал, который есть у любой начинающей рукодельницы, да? То есть можно использовать любой материал. Это и стразики какие-то можно использовать вот здесь вот у вас, вот как это называется, вот эти вот цветочки? Вот это вот что это? Пайетки. Да, пайетки, и Пайетки они очень хорошо облегчают работу, когда закрываешь большой пласт, когда бывает, что, допустим, там много, надо закрыть большую территорию, и придает нарядности и объемности работе. Вот. Сейчас мы занимаемся волосами. Сейчас мы занимаемся волосами. Я люблю делать вообще все это с Нитка у нас мононитью. Но тем, кто начинает только, допустим, заниматься, все-таки мононить, она сложная в работе, ее почти не видно, или у человека, у которого не очень хорошее зрение. Да, вот это очень, конечно, да. Вот, это, конечно, надо учитывать обязательно. Поэтому обычные нитки можно использовать? Обычные нитки можно. Вообще в творчестве можно использовать все. Что вам нравится, что у вас есть дома. Не обязательно покупать какие-то дорогущие материалы, особенно когда вы только начинаете. Вы попробуйте разные материалы, вот, по разной цене, по разной стоимости. Главное, чтобы они вам были интересны. И что у нас получится. И доступны. Вот. А мононить все-таки она придает нашему изделию как бы легкость, да? То есть она, вот в чем ее отличие от обычной нити? Она не отвлекает еще своим цветом, то есть ее практически не видно. Вот эту мононить. И мы начинаем обшивать кабошон классическим, в общем-то, способом. Вот.
Классически это как? То есть мы в пяльце... В пяльце, да, мы одеваем бусинки. Я делаю их по 2, и потом уже кирпичным. Техника, да? Техникой, да. То есть техники разные используются. Ой, я немножко волнуюсь, у меня бусинка выскочила. Ничего, это бывает, особенно у начинающих мастеров, так что я думаю, что мы сегодня с вами будем прямо на равных. Кто-то начинает только вышивать, кто-то начинает сниматься первый раз в жизни. Да. Начинаем мы вышивать там, где волосы, чтобы было, вот, допустим, как бы прическа, продолжение причесочки. То есть мы заплетаем сейчас так называемые косички сардаши. То есть мы кирпичным способом обшиваем по краешку и заплетем косички. Это довольно долго, я покажу только начало, чтобы было понятно, ну, то есть, да? А потом мы покажем, что вот чем окончится наше дело, то есть мы косички сделаем нашей милой девочке, а затем можно украсить вверх, допустим, веночек какой-то, да? Веночек можно сделать любой, какой вам понравится. Ну или шапочку, может быть, если это зимний вариант, да? Да, тут уже на вашу фантазию, как вам захочется. А можно мехом как-то? Можно мехом, можно джинсовую кепочку сделать, можно сделать ей из мулине волосики, допустим, не все умеют обшивать. То есть получается, кабошон. да, то есть они будут такие вот, как сказать, волосики придадут нам объемность, да? Объемность, из ниток. да, из ниток и как бы косички. Она чем интересна, что это девочка, которая пошла погулять, например, да, собирает цветочки, заплела косички и поскакала. Вот это вот такая волосы да, у нас, да, растрепались. А почему именно вот сардаша? Мне кажется, что вы мама 3 парней, мальчишек, да? Вот, и, наверное, хотелось девочку. Честно сказать, даже не знаю. Мне всегда просто хотелось, чтобы у меня было много детей. Что и случилось. Да. И сардашин только потому, что в тот момент начали цвести сарданы. Было очень красивое лето такое замечательное. И случайно, можно сказать, я смотрела кино, и вдруг мне захотелось вот вышить именно девочку. И как раз были такие бусины у меня вот под цвет сарданы. И я подумала, ну пускай будет сардана. А потом думаю, нет, все-таки она же маленькая, пускай будет сардаша. Вот. И она у меня получилась очень веселенькая. И получилась миленькая девочка. И мне хотелось все-таки сделать ее 3D. Тогда это такая какое-то новое веяние пошло, чтобы у нее было платьице и так далее. Ну вот примерно вот так вот, допустим, я до половинки вышью, да. Чтобы было видно, что у нас волосы вот заплетены. Волосы пошли. И мы в обратную сторону мы уже идем вот так, через одну бусинку. Раз, и здесь вот одеваем волосы ей, так называемую челочку и так далее. То есть я думаю, что мастера меня поймут, о чем я говорю. А те, кто начинающий мастер, это все доступно, можно в интернете посмотреть, как оплести кабошон. Ничего сложного в этом такого прямо нету, это кирпичиком. А вы свой мастер-класс, вот многие же есть такое понятие, как бы защитить права свои авторские. Вот вы этим как-то озадачивались вообще? Ну, вообще нет. Я подумала так, что если кто-то людям хочет нравится, повторить, ради, пусть повторяют, да, потому что, ну, а почему нет, если приятно, захочется, чтобы подарить что-то сделано своими руками, быть может, с ребенком этим заняться, сделать. Ну, здорово же, наоборот, пускай уходит в люди. Я, наоборот, буду очень рада, если кто-то повторит. Скажите, а вообще вот вы начали заниматься рукоделием с какого времени и вообще что вас подтолкнуло к этому? Ну, вообще, мне очень нравилось с детства. Вот я любила смотреть, как вышивают, вяжут. Пыталась даже научиться вязать, но это как-то мне не очень понравилось. Мне больше вышивка нравилась. И однажды я увидела у бабушки у своей вышитую картину, которую она, кстати, тоже победила в конкурсе. Там был конкурс. Она вышивала Ленина крестиком. Небольшая такая смекалка, она молодец у меня была, она сказала, ну как за Ленина приснится? Ну да, очень хороший такой ход. Да, и мы, значит, вот с ней, она мне показывала, она умела прясть, она умела сама нитки вот эти прясть, сучить, вязать, да? Да. А нитки из чего она делала? Из натуральной шерсти, да, стирала и на прялке пряла. Вот, потом мы очень... То есть вы даже это время застали, да? Ну да, это вообще... Да. Это просто невероятно. Это какой-то музейная такая история. Да. И потом с родителями мы жили на Бали.
И в Беркоките было очень много творческих людей. Туда приезжали люди, которые со всего Советского Союза, да, Союза, потому что это с была горящими стройка, сердцами. это был БАМ, Да. да, это Энтузиасты. время такое очень полное Очень романтики. интересное, да. Когда в семье растут мальчики, мне кажется, у мам, у родителей, у них уже какой-то предопределен круг, скажем так, увлечений каких-то, да, если это мальчики, ну, я так думаю, это какие-то более такие спортивные вещи, какие-то, ну, там, вылазки, там, в горы, там, я не знаю, ну, прогулки какие-то вот сегодня, да, родители, очень отрадно, что наши родители, очень много отцов я вижу с колясками, да, с ребятишками, с маленькими, это вообще здорово. А вот когда девочки, да, конечно, вот это что-то вот связано с домом, это связано что-то вот с рукоделием. А вот у вас какая-то история такая вот, какая-то она выбивается из какой-то вот общей такой, ну, скажем так, стандарта. Ну, может быть, у меня в голове такой стандарт, что если мальчики, то это какие-то стрелялки, какие-то там, ну, какие-то, в общем, догонялки и так далее. А тут у вас ведь мальчики, и в то же время вы все равно не забросили свое вот это вот увлечение. Ну, мальчишки, они у меня такие очень мягкие дети, да. Они, конечно, любили и спорт, и плавание, волейбол, баскетбол. Мальчики у меня играли и с отцом рыбачат. Ну, а вам все-таки оставили ну, какой-то вот такой вот кусочек времени, когда вы можете отдаться вот этому творчеству, да? Ну, мы с ними шили, мы с ними делали различные поделки. Ну, это когда вот школьное время, да? Садиковское время, да, поделки. И им очень нравилось валяние, например. Это маленькая школа. Да. В смысле из шерсти, да? Да, валяние из шерсти, потому что там применяется именно такая, как бы даже физическая, сила. И мы для того, чтобы развивать как раз мелкую моторику, обязательно, очень, очень удобное занятие для всех, независимо от пола, что мальчик, что девочка, мелкая моторика, она прекрасно развивается, вот именно занимаясь вот такими небольшими рукоделиями. Потом это, вот, допустим, у мальчика это очень хорошо учит усидчивости, ну и у девочки, соответственно, да, сдержанности, потому что вот, например, бывает, что ты хочешь так, а у тебя не получается, то есть, допустим, даже определенному, я бы так сказала, победе над собой, потому что сесть, извините меня, с мамой вместо взять иголку, вместо того, чтобы там побежать с мальчишками, гонять в футбол, это, ну, в общем-то, тоже такой навык, который нужно все-таки мальчики должны уметь делать все, и шить, и вязать, и готовить. Пришить пуговичку. Да, пришить пуговичку. Да, может быть, где-то подшить там штанишки. Да, мы с моей мамой учили детей и готовить, и стирать, и шить, и вышивать. Почему, я вам скажу, да, такой небольшой секрет. Потому что я считаю, что мальчик должен жениться всегда по любви. Он не должен жениться только потому, что женщина хорошо готовит. Поэтому он должен сам это уметь, а его жена должна стать его другом. Его путеводной звездой. Да, другом именно по жизни. Да, другом по жизни, чтобы человеку, ну, чтобы им, ребятам было друг с другом интересно. И хорошо, да. Да, и тогда они могут и сами вместе научиться и готовить, и шить, и стирать. То есть таких приоритетов, как раньше, что вот обязательно жена должна уметь. Главное по кухне. Да. Ну, сейчас времена, не то, что времена меняются, но я считаю, что какие-то вещи все-таки... Такие партнерские отношения, да? То есть кто свободен сегодня, тот и готовит ужин. Ну и да, и просто я сама, когда училась, я жила в общежитии, наблюдала разные истории, и хочу сказать, что все-таки надо жениться по любви. Ну да, это главное, конечно. Слушайте, ну вы как бы не открыли Америку. Ну да, но я пыталась этому научить своих детей, потому что мы все истины же простые, они всегда всем известны, но не всегда мы им истины, да, это верно. Вот, ну вот сейчас я пытаюсь заплести сардаши косичку, так. Вот, это будет такое вот, получается, полотно небольшое, и мы его подольше сплетем, и будет такая косичка. Ну вот, как бы, да, на этом же тогда заострять внимание не будем. Вот, и сейчас я это оставлю, и будем мы с вами пришивать ей платьишко. Платьишко мы будем делать его из шелка, да? Из шелковой шибари-ленты, которая окрашивается вручную. Это японская техника. Наши мастерицы прекрасно ее освоили. И то есть и сами это делают? Да, делают сами, производят и реализовывают. Тоже, в общем-то, интересный такой
А вы знаете, вот я материал. с удивлением вообще недавно узнала, и как бы вот если оглянуться, история вот с 90-х годов, да, у нас вот это вот мастерство, именно мастер, у нас ведь и учрежден праздник День мастера, да, в Мгм, республике, это мгм. здорово, ведь это, ну, как бы это неспроста, потому что действительно вот за такой вот путь, за 30 лет с небольшим, это, в общем-то, в пределах истории вообще, да, это как бы небольшой срок Да. вот, для истории. Ну а что стоит за этими годами? У нас целая армия появилась людей, которые дома у себя своими руками создают что-то, красоту какую-то, и причем многие живут ведь на это, да? Да. Как бы, да? И Тот счастливый вариант, когда хобби становится Да, заработком, то да, есть когда это- ты уже, можно сказать, не работаешь, занимаешься любимым делом и в то же время зарабатываешь на этом. Ну и вот мне кажется, мастера это все-таки те люди, которые двигают нашу, скажем так, ну скажем, это первые те люди, которые стоят у истоков, скажем так, креативной, наверное, экономики. Даже где-то так, видимо, да? Сейчас вот мы можем украшения сразу повесить. Я обычно их делаю заранее, до того, как украшаю уже все остальное, да, потому что особенно вот крупные украшения, они тоже продаются в наших магазинчиках, в любых вы можете, в рукодельных, Для вы всегда, рукоделия. да, вы всегда можете найти. Ну или, в принципе, любую бусинку повесить, и она, думаю, будет смотреться хорошо. Вот как бы это защитный такой берег. Вы, в принципе, сардаша чем хороша? Ее можно, допустим, сделать с каким-то определенным уклоном. Например, вы хотите ребенка, ну, сделайте беременную сардашу. Вы хотите, например, богатство, ну, сделайте сардашу с туиском, к примеру. То есть сами все, что вы заложите, оно будет в этом. То есть даже какой-то, вот смотрите, вот этот Какой-то ваш, смысл можно да, закладывать в любую. ваша работа, она в принципе и Здесь мы сразу подразумевает повесим какой-то- серьги. Серьги мы также берем вот из материалов, которые продаются у нас, простые материалы. Сейчас очень много материалов, связанных с якутской темой. Можно сделать современную сардашу, сделайте и серьги из бусинок просто, и будет хорошо смотреться. То есть она будет неким таким уберегом, да, Да. хозяйки? Да, Да, и нести какую-то такую задачу, как бы, ну, скажем так, вот что-то с чем-то сокровенным, да, Да. с какой-то мечтой, с каким-то желанием. вот. с Если вы пожеланием. делаете на подарок, допустим, да, кому-то, вы можете туда даже небольшой запах положить. То есть вот когда мы будем подшивать юбочку, обычно я делаю чуть-чуть приподнять вот так вот, чтобы она была более объемная. И внутрь можно положить, например, ватку или что-то пропитанное, ну, любимым ароматом, я не знаю, там ванилью, корицей, кофе, запахом лаванды. Это же все сейчас продается, эти масла. Только надо сделать, конечно, да, очень аккуратно, чтобы потом вот эта масляная ткань, она не пропитала, допустим, само платьице. Да? Вот. Ну, соответственно, вы видите, здесь вот мы пришили. И можно будет таким образом уже дальше бусинки здесь пришивать в виде, ну, через одну, допустим, пришивать в виде колье, на голову в виде веночка, как вам уже самой захочется. И получится примерно вот такой вот вариант. Я очень люблю пайетки, потому что они дают такую живость, и всегда представление, что вот где-то по лугу девочка бежит, да, красивая, в красивом платье, всегда поют птички, ну вот это такое какое-то ощущение лета, тепла, Альбина, счастья. Теперь смотрите, вот вы закрыть ведь мы должны, да? Да, мы должны закрыть. То есть нашу брошь. Вариантов каким тоже образом? бывает масса, то есть вы можете сделать ее брошью. Если вы хотите сделать брошью, то здесь вот надо будет пришить на задничек, готовы второй сделать задничек, вот такой же ровно одинаковую ткань, да, и сюда пришить уже булавочку. Здесь вот у меня подвесочка, то есть я здесь шила просто вот такие вот петельки из бисера, на них сверху еще нанизывала также, видите, для объемности пайеточки, и через нее мы продели вот такой шелковый шарфик. Получилась вот такая брошечка уже на шею, да, вот. А здесь мы сделаем попроще, чтобы время сильно не тратить. В принципе, это, конечно, может быть, кто-то меня из мастеров поругает, скажет, что я там выдумываю и не очень все это красиво, но ничего. Это наше творчество, а у каждого творчества есть свои такие хитрости. маленькие хитрости. Вот. Оно может быть не очень, кажется, ой, аккуратно. Ничего, мы это почистим. Так, вот вы ее подклеиваете.
Немножко надо будет, конечно, подождать, чтобы она схватилась. Все лишнее убираем. Вот, аккуратненько пускай полежит. В это время мы клей закроем. И я предлагаю сегодня, чтобы ускорить немножко процесс, не обшивать. Вот здесь, допустим, будет видно, что здесь обшито, я закрывала очень красиво, аккуратно, натурально, настоящей кожей. Все здесь аккуратненько обшито, бисером и так далее. Вот. А здесь мы можем сделать попроще немножко. Сейчас очень мне нравится, продается тесьма в национальном стиле. Она легкая, красивая, особо недорогая. Каждый мастер может себе позволить. Вы можете ее вот так вот примерно померить по размеру, чтобы лишнее не вылазило, да, не мешало вам работать. Это мы можем пришить или да, приклеить? и мы можем пришить. Вот это Пришиваем. вот таким вот образом мы схватываем ее и пришиваем. И она у нас вот так закроется, эта часть. Вот эта часть у нас закроется таким образом и будет смотреться аккуратно. Так. Бедный мой этот коврик. К сожалению, вот, кстати, бисерные коврики в Якутске не продаются, приходится их заказывать, они у меня очень быстро приходят в негодность, потому что на них вот капает клей, какие-то другие материалы. Очень удобно. Сейчас мне нравятся вот эти горячий клей, клей-пистолет так называемый, да, который хорошо. То есть все мастерицы наши освоили эту технику Да. и используют в своей работе. Очень Да, у многие мастеров, мастера. у всех мастеров есть свои секреты, тонкости, но все-таки хорошо закрытая изнанка – это так называемая совесть мастера, как говорили все учителя мастерству, у которых я А, училась. кстати, Альбина, вот у вас есть какие-то такие, знаете, вот, ну, скажем, личности, большие мастера, творчеством которых вы, скажем так, вот, Да, может быть, несомненно. вдохновляетесь, может быть, учитесь? Да, несомненно, есть. Это мастер наша Наталья Романова. Это Вот, наш якутский да, мастер, да? она вышивкой, вот именно она учила нас заниматься вышивкой, такой хорошим уже в таком качественном варианте, да, то есть когда прям все тонкости, вся работа, чтобы была прямо аккуратная, ругала нас за то, что если мы там торопились, ленились, вот. Мастер из Санкт-Петербурга Рина Присяжнюк, Рина Бёрд, так называемый, да? Вот То есть вы это. их мастер-классы посещали, ну, Да. или посещаете онлайн, или как? Ну, вообще, оффлайн? конечно, раньше было все онлайн. Мы приходили, занимались. Вот примерно так получается. Вот уже очень аккуратненько. Вот. Хорошо. И очень мне нравится наш народный мастер Надежда Даниловна. Вот. Руфова. Она, вот как раз вот я с ней занималась куклами, она очень мастер большого, широкого профиля, с большой буквы, замечательный человек, помимо всего прочего, да, преподаватель, в общем, просто человек, с которым прекрасно можно заниматься, научиться очень многому, да, и прям вот в совершенстве овладеть, то есть это Искусство. Да, искусство. Очень многими видами Да, рукоделия да. именно. Потому что я от времени до времени, нельзя сказать, что у меня не хватает, к сожалению, вот прямо времени, да, чтобы Но ведь вы еще заниматься работаете, только, это просто да. действительно ваше хобби. Это мое хобби, Есть моя мастера, отдушина. которые абсолютно вот уходят в эту отрасль, и уже как бы для них это, в общем-то, и заработок, и, Да. в общем-то, вокруг этого хобби строится экономика вот конкретной семьи, да? А у вас эта история немножко такая, это чисто ваше хобби, да? Ну, в принципе, наша программа, она как раз вот нацелена на тех людей, которые вот примерно так. хотели бы заниматься закроем. творчеством именно в свободное от работы время, скажем так. Ну что, дорогие друзья, хотелось бы, конечно, сказать нашим дорогим женщинам, но и не только, может быть, кто-то увлекается рукоделием. Наш мастер-класс на этом подошел к завершению к своему, и у нас должна получиться вот такая вот милая сардаша. Я думаю, изготовить такую вот брошь под силу любому начинающему мастеру. Дорогие друзья, пробуем?